Слово для выступления предоставляется стороне ответчику, постоянному представителю Джохор Кенеша в Конституционном суде Сырану Самату Хаштубекович. Пожалуйста. Уважаемые судьи Конституционного суда, уважаемые Турага, уважаемые участники судебного заседания. Джохор Кенеш Кыргызской Республики, рассмотрев и проанализировав ходатайство Джана Бекова Мацахова о проверке соответствия части 2 статьи 307 Уголовного процессуального кодекса Республики, считает приведенные в нем доводы необоснованными, а требования обращающей стороны не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики определена как демократическое правовое государство, которым устанавливается верховенство права, а правопорядок обеспечивается созданием такой правовой системы, которая охватывает все сферы деятельности человека и общественной жизни страны. Соблюдение правил и норм общественного поведения, уважение к интересам общества и правомерное участие в общественных отношениях является конституционным долгом и обязанностью каждого гражданина, который в процессе самовыражения должен учитывать интересы других лиц, общества и государства. Принцип правового государства предполагает, что уголовный процесс должен проходить в строгом соответствии с законом, при этом гарантируется право и свобода граждан. Государственные органы не имеют права превышать свои полномочия, а все действия должны быть основаны на нормативных правовых актах. Уголовный процесс – это сложная и многогранная система правоотношений, направленная на установление истины по уголовному делу и принятие законного и обоснованного решения. Основной задачей уголовного процесса является не только наказание виновных, но и защита прав и законных интересов всех участников процесса. В этой связи особенно важным становится обеспечение баланса интересов сторон обвинения и защиты, а также реализация фундаментальных принципов справедливости и правового государства. За нарушение процессуальных предписаний суд вправе применять к нарушителям меры процессуального принуждения. Частное определение является важным и не имеющим альтернатив механизмом судебного контроля. Вынесение судом частного определения в отношении государственного обвинителя и адвоката – важный инструмент обеспечения надлежащего порядка в судебном процессе. Он направлен не на наказание как такое, а на восстановление правопорядка, укрепление дисциплины и поддержание высокого уровня доверия к суду и участникам процесса. Участники должны помнить, что уважение к суду и процессу – это не только правовая, но и этическая обязанность. Согласно статье 5 Уголовного процессуального кодекса Республики, частное определение – это решение, выносимое следственным судом, к которому обращается внимание руководителей государственных органов, а также организаций, независимо от формы собственности и других должностных лиц, на установленные по делу факты нарушения закона, требующие принятия мер. В соответствии с статьей 292 Уголовного процессуального кодекса Республики, председательствующий судья руководит судебным заседанием, принимает все предусмотренные Уголовным кодексом меры для обеспечения равноправия и состоятельности сторон. Согласно статье 305 Уголовного процессуального кодекса Республики, все участники судебного разбирательства, а равно все присутствующие в зале судебного заседания должны подчиняться распоряжениям председательствующего судьи о соблюдении порядка в судебном заседании. В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 53 Уголовного процессуального кодекса Республики, адвокат обязан соблюдать правила профессиональной этики адвоката, а также обязан соблюдать правила профессиональной этики адвоката и исполнять распоряжения председательствующего судьи по организации процесса. В части 2 статьи 307 Уголовного процессуального кодекса Республики предусмотрено, что при неподчинении обвинителя или адвоката распоряжением председательствующего слушание дела по постановлению судьи или определению суда может быть отложено, если невозможно без ущерба для дела заменить данное лицо другим. При этом суд вносит частное определение и направляет его вышестоящему прокурору или соответствующий орган адвокатуры или адвокатуры. Направление частного определения в вышестоящий орган прокуратуры или комиссию по этике адвокатуры обращает внимание руководства комиссии на допущенные нарушения, им предоставляется право самостоятельно определять степень ответственности виновных лиц на основании фактов, установленных судом и изложенных в частном определении. То есть меры воздействия, предусмотренные в вышеуказанной части Уголовного процессуального кодекса Республики, направлены на обеспечение порядка и дисциплины в судебном заседании, что необходимо для эффективного и справедливого рассмотрения дела.
эти меры способствуют поддержанию дисциплины судебного процесса. Своим частным определением не должен предписывать принятие конкретных мер дисциплинарного взыскания, а привлекать внимание к фактам нарушений, содействуя их устранению, предупреждая повторные случаи недобросовестного исполнения обязанностей. В конкретном случае судом частного определения была направлена адвокатура Кыргызской Республики, поскольку согласно требованию статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, организация и порядок деятельности адвокатуры как самоуправляемое профессиональное сообщество адвокатов, а также права, обязанности и ответственность адвокатов определяется законом Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности. Согласно части 1 статьи 8 прим. 1 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности, применение к адвокату меры дисциплинарной ответственности является предметом исключительной компетенции комиссии по этике. Организация, проверка обращений, порядок и сроки рассмотрения обращений, возбуждение или отказ, возбуждение дисциплинарного производства, процедура дисциплинарного производства, сроки ее проведения, меры дисциплинарной ответственности, порядок обжалования и иные вопросы определяются положением о комиссии по этике. Важно понимать, что суть института частного определения заключается лишь в выражении судом реакции на определенные действия, либо бездействие, которое, по мнению суда, нарушает порядок осуществления судом уголовного судопроизводства. А выражение реакции не может быть в природе предметом обжалования. Более того, реакция суда в виде частного определения по своему содержанию не несет для лица, в отношении которого она выражена как-либо уже наступивших правовых обязательств для последствий и, соответственно, не может рассматриваться как элемент давления на адвоката или запугивания судом. Также следует отметить, что лицо, в отношении которого вносится частное определение, вправе присутствовать на заседании комиссии, переводит свои аргументы и факты, в последующем случае несогласия с принятым решением обжаловать в судебном порядке. Тем самым считаем, что доводы заявителей о нарушении их прав, в том числе и на судебную защиту, также являются несостоятельными. На основании изложенных в статьи 4 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики просим ходатайство Мацапа Самата Асхаровича, Жануэка Нурсултана Жануэковича о проверке конституционности части 2 статьи 37 Уголовного процессуального кодекса Республики оставить без удовлетворения, поскольку не является противоречащим статьи 55, части 2 статьи 56, части 1-2 статьи 61, статьи 64, части 4, 5 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики.